Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на сентябрь 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Карта метла – это месяц, начало месяца, лилии, женщина и кольцо – это у нас 3 части месяца. Так, здесь у нас отношения, 3 карты, работа, 3 карты, финансы 2, здоровье и итог. Итак, у нас выпадает карта метла для козерогов. А это значит, вы будете заниматься вот вопросами чистоты, да, может быть, для кого-то это будет ремонт, для кого-то это может быть работа с документами, да, может быть, какие-то нужно будет закончить проекты или, может быть, закончить какие-то сделки. Также вообще у нас карта лилия лежит рядом, это завершение чего-то важного, да, это выполненная задача. И вот карта говорит о том, что метла говорит о том, что вы можете очень спешить вот эту задачу свою выполнить в течение месяца. Но также и можете заниматься ремонтом, можете заниматься чистотой и так далее. Также эта карта и проработки какой-то своих эмоций, да, может быть, вы будете заниматься там подсознанием, да, очищать свою память или еще что-то в этом роде, вот эзотерикой можете здесь заниматься, тоже это очень хорошее время для того, чтобы решить какие-то проблемы подсознательного характера. В начале месяца выпадает карта лилии. Это карта мира, это карта, когда нам настолько все нравится, да, все устраивает, что мы просто вот такие умиротворенные. Также эта карта, знаете, когда мы поступаем всегда по справедливости, когда мы поддерживаем других людей, когда люди хотят нам помочь. Какие-то люди, это может быть люди пожилого возраста, это могут быть люди, допустим, какие-то чиновники, государственные какие-то деятели и так далее. А также это карта, которая говорит о том, что мы заканчиваем что-то очень важное, какой-то очень важный период в своей жизни. Что еще можно по этой карте сказать? Можно сказать, что мы занимаемся какими-то вопросами оформления каких-то сделок, каких-то бумаг. По этой карте очень часто мы пишем какие-то доверенности, могут приходить нам какие-то подарки, может быть, денежные какие-то вознаграждения, которых мы совершенно не ожидали. В общем, карта такая очень такой большой поддержки. Карта, когда мы привлекаем к себе самое лучшее. Причем даже особо усилий не прикладываем. Нам просто хочется так жить, и вот так получается. И деньги, кстати, хорошие по этой карте приходят очень часто. Теперь у нас середина месяца, выпадает карта женщины. Скорее всего, в этом периоде действительно будет важно чувство умиротворения, чувство расслабления. Да, вот эти карты очень между собой связаны. Может быть, для кого-то это будет отпуск. Мы будем заниматься тем, что нас радует, что делает нас красивыми. Вокруг нас все создаем красивое помещение, может быть, как-то улучшаем свое. И здесь, опять же, вопросы внутреннего настроя решаются. Да? Мы стараемся быть все время в гармонии с собой. Мы работаем, возможно, с какими-то подсознательными программами. Может быть, это как-то автоматически происходит, потому что мы в таком каком-то медитативном состоянии находимся. Очень хорошая карта для того, чтобы, знаете, почувствовать себя, понять, что нам нужно. Но также, может быть, и помощь от какой-то женщины приходит. А теперь окончание месяца. Выпадает карта кольцо, а это значит, что может быть какой-то подарок очень значимый. Может быть предложение. Может быть предложение как в отношениях, да, так предложение и по работе, в бизнесе, где угодно, да, может быть, сделка какая-то заключена или какой-то важный период времени у вас начинается. Давайте посмотрим, с чем связано. Ну, с семьей это связано. Скорее всего, либо вы сами меняете как-то свою жизнь, кто-то
выходит замуж, женится, у кого-то дети появляются, кто-то переезжает на другое место, кто-то покупает дом. В общем, скорее всего, здесь вот кольцо и дерево, скорее всего, дом, но либо как передача в наследство, либо может быть ипотека, потому что тут на долгий срок тогда может быть у вас обязательство. Но в любом случае что-то меняется либо в вашей семье, либо в семье, которая, допустим, у вашего супруга, да, или ваша большая семья, в которую входят там и дяди, и тети, и всякие племянники, бабушки, дедушки и так далее. Давайте посмотрим отношения для козерогов на сентябрь. Те, кто в поиске партнера, выпадает карта лилии тоже, но тут лилии тигровые. Здесь может быть встреча с человеком довольно-таки зрелым, да, может быть более старшим по возрасту, человек, который занимает какую-то высокую должность, возможно, либо у него свое дело, свой бизнес, но он может быть довольно-таки агрессивным, любит, чтобы ему подчинялись, да, вот если вам подходят такие отношения, то тогда вот вы можете надолго их, скажем так, создать, да, из них что-то серьезное, семью. Вот. Но если, допустим, если вы не терпите того, чтобы на вас давили, то, скорее всего, вот это знакомство, оно долго не продержится. Для тех, у кого уже отношения есть, опять же, карта корабль говорит о том, что все меняется. Меняется окружение, может меняться место, где вы живете. Здесь может быть путешествие какое-то, может быть свадебное, может быть это просто отпуск. Также карта говорит о том, что меняется весь ваш уклад жизни. Все, что было привычным, оно все уходит, и теперь у вас все по-новому. Образ жизни, круг знакомых, расставание, какие-то новые встречи, новые предприятия, в общем, перемены у вас здесь в жизни, скорее всего, совместные. Для тех, кто в ссоре, карта сердца говорит о том, что вы легко помиритесь в этом месяце. Самое главное, чтобы мы не эгоизм свой проявляли, да, а чтобы мы старались понять партнера, но прежде всего себя понять, что нам нужно. По сердцу нам этот человек или нет. Если да, то легко помиримся здесь. Посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, карта гроб выпадает. Это значит, что наконец-то будет возможность вам закончить уже эти поиски. Наконец-то ваша жизнь меняется. Тем более рядом карта кольцо. Скорее всего, это будет то предложение, которое вас порадует. Для тех, у кого уже есть работа, карта кольцо говорит о том, что либо вы занимаетесь привычными обязанностями, вот, которые вы делали изо дня в день, и, в принципе, у вас тут ничего не меняется, все у вас в порядке. Может быть, это месяц большого количества сделок, может быть, это месяц большого количества заключенных каких-то контрактов, соглашений и так далее, да, то есть если вы этим занимаетесь в своей деятельности. Может быть, какие-то прибавки, подарки финансовые вот за вашу работу. Что еще может быть? Может быть, какие-то обязательства вы на себя возьмете, может, назначение, да, повышение какое-то. А для тех, у кого свое дело, тоже большие перемены у вас здесь намечаются, да, скорее всего, то, что вы делали раньше, вы будете прекращать и будете искать новое что-то для себя. Давайте мы посмотрим дополнительную карту. Карта гора. Ну, возможно, то, что вы делали раньше, вы не сможете продолжать в будущем. Или, может быть, цели ваши поменялись, планы ваши поменялись. Может быть, вы потеряли какую-то поддержку, либо сейчас нет разрешения там от администрации, от государства, еще что-то такое, какие-то непреодолимые препятствия могут возникнуть для того, чтобы дело дальше продолжать. И нужно будет искать какие-то новые пути, обходные, да, может быть, ваша цель не переменится, да, но как-то по-другому нужно будет действовать. Да, вот смотрите, карта ключа говорит о том, что, скорее всего, вы знаете, что вы будете делать новое, да, старое закроете, новое начнете, либо это вы поймете вот именно в течение месяца. Посмотрим финансы. Для тех, кто на зарплате, карта звезды, это значит, у вас тут какие-то перемены идут
Скорее всего, новый поворот вашей финансовой деятельности, вашей финансовой жизни. Также карта говорит о том, что ваши финансы зависят напрямую от вашего опыта, от вашей репутации. Чем лучше репутация, чем больше опыта, тем больше денег будете зарабатывать. Также это возможность улучшения. Если, допустим, были задержки зарплаты, да, не было возможности, допустим, увеличить как-то свою зарплату, то вот здесь вот улучшения явные начинаются. Для тех, кто зарабатывает своим делом, карта клевера, да, из сложной ситуации вы найдете замечательный какой-то выход, причем вам просто начнет вести, да, начнет вести в деньгах. Также карта говорит о том, что у вас вот эти новые возможности именно будут давать вам прибыль какую-то, или вы начнете только понемножку уже получать эту прибыль, да, либо просто это обещание на будущее. Ну, самые необходимые деньги у вас будут. Без денег вы здесь не остаетесь. Здоровье. А в здоровье выпадает развилка. Карта говорит о том, что будет какой-то момент по здоровью сложный, когда нужно будет выбирать, продолжать жить дальше той жизнью, какой привыкли, или менять свои привычки, да, более активным становиться. На природе чаще бывать, прогулки, пробежки и так далее, и так далее. Потому что, видите, здесь именно природа влияет. Это раз. Во-вторых, может быть, здесь нужен будет какой-то вам человек, который порекомендует, или, может быть, с кем вы вместе будете менять свои привычки, потому что вам здесь одному будет трудно. А здесь, скорее всего, нужен какой-то помощник, посредник. Потому что, во-первых, вам будет сложно выбрать, скорее всего, вы не будете знать, как вам точно поступить для того, чтобы решить вопрос со здоровьем. Особенно если, допустим, есть какая-то болезнь, да, один человек, допустим, говорит вам одно, второй другое, но я имею в виду врач, да, и либо диагноз неправильно поставлен, либо разное мнение у врачей, либо еще какие-то ситуации, когда у вас много информации, а какая правильно, вы не знаете. И вот будет человек, который вам в этом может помочь. Так, ну что еще, в принципе? Может быть, возникнет наконец-то, ну, допустим, не было вообще возможности решить вопрос с болезнью, а тут теперь появляется такая возможность. И в конце месяца у нас карта башня. Разрешаются все вопросы, улучшается состояние. Если болели, здоровье улучшается, какая-то цель важная достигнута, разрешительные документы получены, назначение может быть по службе. В общем, самое лучшее, все, что только может быть, здесь появляется. Да? Какая-то уверенность в себе приходит. Друзья, желаю всем прекрасного месяца. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.